Всем живым существам змея внушает страх. За счет мышечной мускулатуры и удивительных возможностей ее челюсти. Питонов можно чаще встретить в Старом Свете, удавов в Африке. Они не ядовиты, зато очень опасны. Удавы и питоны – это близкородственные змеи. Это змея, которая душит жертву, и охота, ее смысл охоты заключается в удушении жертвы и последующее пожирание этой жертвы. Они опутали огромные территории земного шара. Это вовсе не передачи в мире животных, а цитаты из опубликованного накануне поста в Инстаграм Рамзана Кадырова, которые подхватили российские издания. И здесь многие эксперты увидели очевидные аналогии. И ведь на самом деле огромный удав – это символ зла. Как в природе, так и в жизни оно существует везде. И вот пост, имеющий огромный философский, идеологический и религиозный смысл, каждый интерпретировал по-своему. И истина каждому открылась своя. Kadir Ramzan repost dinliyor. Instagram чуа остановите дьявола تاقيش نواش تاني подписаться один о таниш тайса тори репост хэштег остановите дьявола даязин. От простого обсуждения к акции «Миллион страниц» с хэштегом «Остановите дьявола». Поучаствовать в ней может каждый. Юные кадыровцы сегодня провели настоящий флешмоб. Ведь главное – желание и понимание того, что мы люди, а не звери, чтобы враждовать и опасаться друг друга. И здесь Рамзана Кадырова поддержит тот, кому не безразлична судьба детей, своих народов, стран, будущее всей планеты. Надо зайти в Инстаграм, сделать репост этой записи, поставить наш хэштег и записать туда «Остановите дьявола». В 15 секундах видеоролика Рамзан Кадыров сказал обо всем. В минуты обращения к Всевышнему глава как будто и не замечает опасности. Продолжая все так же молиться, он предотвращает возможную трагедию. И змея, вопреки законам жанра, не убита. Великодушие, а еще острое чувство опасности, когда удар от врага можно ждать ниоткуда. Так случилось и с иблисским государством. Вроде бы возникло и ниоткуда, и нанесло уже огромные потери. Рамзан Ахматович, еще больше уважаю вас за этот пост. Вы гуманны и милосердны, ведь гуманность в человеке – это результат воспоминания о страданиях, которые ему знакомы по собственному опыту. Вы знаете, как страдал ваш народ, и поэтому искренне сочувствуете тем странам, которые вовлечены в эти бессмысленные войны и обречены на страдания и голод из-за нелюдей, действующих исключительно ради своей выгоды. Согласен с Кадыровым. Слава богу, в России спокойно. Но, как вы сказали, Америка не дает многим странам жить в мире и согласии, растить своих детей и, в общем, радоваться жизни. Рамзан – настоящий мусульманин и поэтому не остается равнодушным к террору в мире. Зло, по мнению Кадырова, охватило Афганистан, Ирак, Сирию, Ливию, Египет, африканские страны. Здесь некие силы дьявола сталкивают народы, религии и страны. Это они хотят навязать всем жителям планеты идеологию управляемого хаоса. Но так, как считает глава Чечни, быть не должно. Он призывает объединиться и протянуть друг другу руки. И, кажется, его услышали. Глава республики, страничка следите, Конечно, в этом вопросе я полностью поддерживаю главу республики. Конечно, всем людям в мире надо объединиться против зла. Вот такую концепцию мирового добра предлагает Кадыров. И ведь формула успеха здесь простая. Политики должны руководствоваться не личными интересами, а глобальным добром. Нельзя вечно держать в нищете, страхе, вечно угнетать страны и народы, говорит Кадыров. Идея главы тут же нашла поддержку в сети интернет. На сегодняшний день уже наблюдается, что около 1000 репостов именно с его страницы произведено. Также вышли несколько публикаций, статей на разных информационных интернет-изданиях. К этой акции подключились государственные служащие, общественные деятели. Символизм в каждом слове и жесте, ведь о борьбе с терроризмом так иносказательно и так ясно не говорил никто. И никто из политиков так открыто не говорил об очевидных вещах. Рамзан Ахматович, безусловно, миротворец. Природа на его стороне. Я общался с Рамзаном Ахматовичем. Он произвел на меня неизгладимое впечатление. Все, что я увидел в Чечне, поразило меня. Чечня – это область духа. Символизм видеоролика отметили богословы, ведь на самом деле есть всего лишь 5 причин, по которым можно остановить молитву. Одна из них – это опасность. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ламази авошняха елла прихумю эцпрехум наха цахамю биохум тиқарг из яр суннатту из уньял йоша суннаттугон из. Так بيوخم اشتيقر ارسانلوش تكودو بيو يلهم ظلم يلهم بتني يلهما اذا ستيه بو ما عنده تنهند ارچه سيغا ست واشخلچه ظلم والولتگ بالي والولتگ اذا
ستور إذ وين تأخيلر وين دالش دالا بو وقرآن شو عديكم عمر دي وهما دلاحة إذا شيء نتقع شا كوكسس دي شيء كوكسس ده نتقع شا متتسس دي متتس سدا نتقع دق شو يغوخيتي الله ويقدين عمر دو إذا. Кадыров утверждает, остановить дьявола, который у каждой религии имеет свое имя, и побороть вселенское зло можно. Для этого надо совершить подъем в гору. Тяжелы только первые шаги, подчеркивает и глава Чечни. Но в итоге вы оказываетесь на гребне, вы достигаете цели, и еще вы побеждаете зло, то, которое сегодня есть в каждой стране. Левтина Бонадыкова, Дмитрий Ефремов, Розана Цымаева, Дагмара Касаева, Расул Арцухаев и Зелим Закаев. Новости.